На ТНВ новости Татарстана в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот каковы наши темы сегодня. В ожидании матча самых громких болельщиков искала Лина Зинатуллина. За 3 года не получилось. Теперь попробуют за 3 месяца. Придется работать, крутиться, вертеться день и ночь. На что идут в Салават-Купре, чтобы успеть в срок, узнал Дмитрий Аринин. Мелко плавают. Сейчас меняется капитан, часть 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Почему татарстанские судна раз за разом оказываются на мели, выяснял Рамиль Шайдуллин. Точечный удар. В республиканском онкодиспансере сегодня открылся центр томотерапии. Воздействовать на опухоль теперь можно эффективнее, при этом не повреждая здоровые ткани. Новый арсенал онкологов оценила Лина Зинатуллина. Это не космический корабль, а всего лишь томотерапевтический аппарат. Лечение радиолучами в нем сочетается с томографией. Размер и расположение опухоли видно на компьютере. Для того, чтобы точно навести луч на опухоль, не повредив окружающие ткани, как можно максимально их защитив. С точным наведением усиленное воздействие лучей. Сеанс длится всего 10 минут, а значит, аппарат может принять больше пациентов. Новый центр томотерапии сегодня оценил и президент Татарстана. И диагностируем, и лечим. Это аппарат, две технологии совместили в одном. Для диагностики еще один новый аппарат. МРТ Тесла, единственный в России сканер для онкологии в самой современной комплектации. Весь организм за один сеанс. На новом томографе полное сканирование тела занимает меньше 20 минут. На изображении высокого разрешения видно даже самые мелкие новообразования. А ранняя диагностика – залог успешного лечения. Мы видим небольшую неоднородность магнитного поля, связанную с клепками на штанах. А из патологий никаких патологий. Пациент абсолютно здоров. Но так везет не всем. Ежегодно в онкодиспансере 6-7 тысяч пациентов. Приходится очень рано начинать лечение, в 6-7 часов. Заканчивается облучение очень поздно. Поэтому парк аппаратуры нужно увеличивать. От Минздрава России в числе 4 регионов федеральную субсидию повышаем на 20%. Сегодняшнее открытие уже хорошее подспорье врачам, но нужны и новые. Ведь на учете онкологов каждый 40-й житель республики. Лина Зинатуллина, Ренат Сафин, ТНВ Казань. Не будет ли очередей, не упадет ли качество оказания медицинских услуг? Вот главные вопросы, которые волнуют пациентов Казанского госпиталя для ветеранов. Напомним, его объединяют с 16-й городской больницей. Сегодня ветераны встретились с представителями Минздрава. Вопросы и ответы у Альбины Асылгараевой. Получается, он не для ветеранов. Больше половины уже будет не ветеранский. И действительно, половина пациентов будут не ветераны войны, но приоритет будет за ними, а качество оказания врачебной помощи улучшится за счет уникальных центров, работающих при 16-й больнице. Форма присоединения, юридическая форма, она не подразумевает за собой никаких сокращений, ни финансовых средств, ни объемных показателей по оказанию медицинской помощи. И не отказываемся мы ни от каких ресурсов, ни от каких источников. Хватит ли мест в палатах? Как теперь будет с питанием и лекарствами? И каков будет статус медучреждения? У ветеранов оказалось много вопросов. На каждый нашелся ответ. Госпиталь остается госпиталем. Те потоки, которые сейчас обслуживаются в 16-й городской больнице, они не будут попадать в госпиталь. Тем более не будут попадать на те койки, на которых лечатся ветераны войны. Труженики тыла, узники концлагерей и так далее. Ветеранам объяснили, не госпиталь присоединяют к больнице, а наоборот. Название и статус останутся те же. Объединение проводится в рамках оптимизации, но сокращения штата не будет. Только полная интеграция специалистов и компетенций. Нововведение ветераны одобрили при соблюдении их условий. Появляются новые отделения, которых у нас в госпитале нет. Нас сейчас посылают, скажем, в РКБ или там еще куда-то, а то это будет рядом. Госпиталь для ветеранов войн сейчас работает в обычном режиме. Ведут прием, проводят процедуры и реабилитацию. По итогам сегодняшней встречи будет подписан документ и направлен в Министерство здравоохранения республики. Ну а учтут ли пожелания ветерана, станет понятно осенью, как раз на начало сентября запланировано слияние. Альбина Асылгараева, Данил Филатов, ТНВ Казань.
За 3 года построить не смогли, а теперь собираются наверстать упущенное за 3 месяца. Сегодня в Салават-Купыре Госжилфонд сменил подрядчика в 5-м доме 11-го квартала. Дела ОПСО «Казань» принял Барселитстрой. Напомним, президент республики поставил жесткие сроки сдачи. Как будут укладываться в график, узнал Дмитрий Аринин. Я собственник. Вы собственник земельного участка. Да. Я вот иду с своим подрядчиком сюда. Это своеобразная церемония. Объект сдал, объект принял. 5-й дом 11-го квартала Салават-Купыре должен был быть построен еще в 2015 году. Однако ОПСО «Казань» это сделать не получилось. В чем причина все-таки? Почему вот вы не смогли? Кто вам сказал? По факту же. По факту 30% должен был быть готовности. в 15-м, сейчас 17-м. Ну это в ОРГЖФ обращайтесь. По ряду объективных причин неполномерное финансирование производилось. Потом у нас пытались ввести биржу. У фонда не получилось это до конца довести. Вот, продавили нас подрядчики. Теперь в этом доме за дело возьмется другой подрядчик – Барселитстрой. В Салават-Купыре компания уже возводит 2 дома. А теперь, получается, за 3 месяца им нужно будет достроить 3-й. Придется работать. Крутиться, вертеться день и ночь. Всего в Салават-Купыре работают 6 подрядных организаций. В первую очередь им нужно построить 14 домов. У каждого разная степень готовности. Как говорят, с работами везде должны управиться в срок и при этом, чтобы качество не пострадало. Гарантируется ли качество выполненных работ? Абсолютно, конечно, гарантируется. Государственную же проверку проходит. И ГАСТ проверяет потом по результатам. По решению президента дома нужно сдать к 15 сентября. В квартиры должны въехать более 4000 человек. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Тепло без перебоя теперь будут получать жители поселка Урусу Ютазинского района. После закрытия местной ГРЭС все многоквартирные дома должны перейти на индивидуальное отопление. 1000 урусинских семей уже пользуются новой услугой. Их мнение узнала Светлана Звонарева. Семья Сергея Абрамова в своей квартире всего 2 месяца пользуется двухконтурным газовым котлом, но преимущества уже успели оценить. Это стабильное обеспечение горячей водой, в прохладную погоду возможность дополнительного отопления, да и финансовая выгода очевидна. Мы поставили полностью за лизинг, то есть где-то 1100 мы будем в месяц оплачивать. В принципе, зимой мы оплачивали по 6-7 тысяч только за отопление. Сегодня в поселке на индивидуальную систему отопления перешла треть населения. Всего же до начала холодов необходимо установить двухконтурные котлы в 3500 квартирах. Принято решение руководством республики, президентом, исходя из чего? Исходя из того, что как выгодно людям. Если бы установили, предположим, котельную для всего поселка, то тариф еще вырос. Но не все жители увидели выгоду в нововведении. Около 400 семей все еще не приняли решение, нужно ли им переходить на новую систему отопления. По тем людям, которые категорически отказываются от написания заявления на установку индивидуального отопления через фонд газификации или же на самостоятельно, мы уже ведем исковую работу, потому что к началу отопительного сезона все население должно быть обеспечено индивидуальным отоплением. Несмотря на человеческий фактор и большой объем работ, газовики планируют завершить установку двухконтурных котлов в поселке уже к концу лета, чтобы осенью было тепло. Светлана Звонарева, Фат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Ютазинский район. Чуть больше часа остается до полуфинальной встречи Кубка Конфедерации. В 9 вечера на поле Казань-Арена встретятся сборные Португалии и Чили. Это последняя игра в Казани, и город уже начинается готовиться к чемпионату мира по футболу. Футбольная тема стала главной и в Москве. В Национальной службе новостей здесь обсудили, как снизить стоимость билетов на матчи. Будет и бесплатное перемещение для болельщиков между городами, принимающими чемпионат мира. Для этих целей в 2018 году выделят 262 комфортных поезда. В ответ на вопрос от нашего телеканала сенаторы дали оценку готовности Казани к предстоящему чемпионату мира по футболу. У вас готовая инфраструктура, я думаю, одна из ведущих в Казани, поэтому и вы очень тщательно подходите ко всем проведению, к каждому проведению мероприятия, поэтому вы на самом высоком уровне, я считаю. Не на самом высоком совсем, но на высоком уровне. Конкуренция должна быть. Центр Казани сегодня был похож на футбольный стадион. В город с самого утра сегодня прибывают болельщики. 1000 фанатов готовы поддержать свои любимые команды. Болеть за них многие гости начали еще с вокзала. Эмоции перед игрой увидела Лина Зинатуллина.
Эту кричалку уже выучили и казанцы. Чилийские фанаты болеют от самого вокзала. Растратить силы перед игрой не боятся, ведь энергия бьет через край. Мы верим, что наша команда лучше Криштиану Роналду. Он же единственный сильный игрок Португалии. А добравшись до центра города, болельщики устроили целое представление с барабаном, гитарой и дудками. Титул самых громких болельщиков еще до начала матча у чилийских фанатов, которые приковали к себе внимание всей Баумана. Где они, там и атмосфера футбола. Я из Москвы. Фамилия? Саликова Ирина. Вообще атмосфера замечательная, просто прекрасная. Почаще бы нам таких, не знаю, встреч, матчей и так далее. Спасибо, Russia. Спасибо. Где португальцы? Где они? Мы их ждем. Португальцев, к слову, не удалось встретить и нам. Зато за команду Роналду сегодня болеют казанские девушки и фанаты со всего мира. Криштиану Роналду, the best in the world. Криштиану Роналду лучший в мире. 3 Португалия, 1 Чили. Чьи прогнозы сбудутся, узнаем после матча. Ясно одно, всех болельщиков ждет красивый футбол. Лина Зинатульна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В Казани игры Кубка Конфедерации завершаются, но вот футбольный праздник в интернете только набирает обороты. Фанаты активно продают автографы, которые успели получить от знаменитостей. Самые высокие ценники на автографы Криштиану Роналду до 80 тысяч рублей. Также предлагают купить мяч с подписями игроков мексиканской команды за 20 тысяч рублей. За 4 часа до начала игры была задействована так называемая «последняя миля». 9 улиц перекрыты, болельщиков просили прийти за 3 часа до матча. Затем, что сейчас происходит вокруг Казань-арены, наблюдает моя коллега Аделя Коломеец. Аделя, здравствуй. На кого ставят болельщики и с каким настроением они идут на матч? Вечер добрый, Алексей. В приподнятом настроении болельщики следуют к стадиону Казань-арена. По дороге их развлекают волонтеры, а уже возле стадиона мимы, уличные музыканты и клоуны. Это последний матч Кубка Конфедерации в Казани. Сегодня полуфинал, встречается сборная Португалии и Чили. И очень много среди болельщиков португальцев, чилийцев, русских и даже мексиканцев. И сегодня они больше пришли не болеть за определенную команду, а именно посмотреть по-настоящему красивый футбол. Давайте послушаем. Сегодня мы болеем за Чили, а завтра уезжаем в Сочи. Нам очень нравится в России, здесь очень гостеприимные люди. Мы за красивый футбол болеем, не именно конкретно за кого-то. И ставок не ставим, мы просто за интернациональную игру. А что касается букмекеров, то они сегодня ставят на победу сборной Чили и считают, что однозначно голы сегодня забьют Криштиану Роналду и Алексис Санчес. Что ж, будем ждать начала матча в 9:00. Я напомню всем автовладельцам и жителям ближайших домов, что до часу ночи движение вокруг стадиона Казань-арена перекрыто. Сегодня футбольный праздник. У меня на этом все, Алексей. Спасибо, Адель. Это было включение от Казань-арены, где чуть больше, чем через час начнется полуфинальный матч Кубка Конфедерации. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Урожай обещает быть богатым. Вся самая последняя техника, она вот здесь. Как Заинский район собирается побить собственный рекорд, расскажет Александра Севастьянова. У них непростая судьба, но королевский выпускной. Последний этап, когда ты можешь почувствовать еще себя ребенком. С казанской Золушкой пообщалась Алина Мингалеева. Миллиард рублей, чтобы войти в число лучших. Именно столько за последние 2 года в Заинском районе выделили на сельское хозяйство. Сегодня состояние полей здесь проверил Рустам Миниханов. Побьет ли Заинск в этом году собственный рекорд, знает Александра Севастьянова. Урожай поспевает, несмотря на капризы погоды на полях. Новое оборудование, квалифицированные рабочие. Прошлый год для сельского хозяйства района был благоприятным. Собрали 148 тысяч тонн зерновых. И впервые в истории Татарстана 500 тысяч тонн сахарной свеклы. В этом году намерены собрать еще более богатый урожай. Все растет, успевай зачищать, успевай формировать урожай.
И вот поэтому, я думаю, этот год он будет очень благоприятный. За последние 2 года в район инвестировали более 5 миллиардов рублей. Почти миллиард вклад в сельское хозяйство, в том числе 600 миллионов на приобретение техники. Все самые последние разработки, технологии, вся самая последняя техника, она вот здесь, мы ее видели. И не только видели технику, видели, как идет работа с землей, как используются средства защиты, как формируется семенной фонд. Результаты налицо. За 3 года денежная выручка с 1 гектара пашни выросла в 2 раза, с 16 тысяч рублей до 35. В 2016-м сельхозпродукции произвели на 9 миллиардов. В планах в ближайшие 2 года повысить показатель до 15 миллиардов рублей. Александр Севастьянова, Ишат Аюпов, Альберт Шпигулин, ТНВ, Заинский район. Сели на мель. Недавний инцидент с теплоходом «Очарованный странник», когда судно село на мель, обращает внимание и на глубину рек, и на действия людей. За год преступлений и аварий на Волге стало больше в несколько раз. Почему? Вопросом задался Рамиль Шайдуллин. Поворот не туда, и очарованный странник сбивается с курса. Конец мая. Теплоход курсирует по Нижегородской области. На борту ветераны, за бортом приток реки Волга. Помощник капитана не замечает буй и сворачивает на мелководье. Все произошло, посадка на мель парохода. Спускаешься ниже и ниже, а река все не начинается. Так только ли из-за ошибок экипажа теплоход раз за разом садился на мель, или же сама Волга обмельчала? Последнее волнует и всю Россию. Вопросом задались 9 городов у Волги. Транспортные и природоохранные прокуроры России констатируют, из-за мелководья гибнет рыба. Счет от ущерба идет на миллионы, а из-за наживы человек идет на преступление. Из последних рейс судна «Москва-130», когда капитан решился на опасный перегруз. Установлено, что судно взяло на борт больше положенного количества пассажиров, более 100. Сейчас меняется капитану часть 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Лишение свободы предусмотрено по санкции данной статьи до 5 лет. И хотя за год река поднялась, вердикт прокуроров: виновата не мелководье, а человеческий фактор. Преступлений на реке стало в 4 раза больше, и наказания за них неизбежны. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. 123 призывника завтра отправятся на службу. Военный призыв в самом разгаре. Сегодня их провожали песнями и напутственными словами. Служить они будут в Чите и Севастополе. Пообщался с новобранцами Сергей Хайдаров. Берегите честь солдата. Не забывайте своих родителей. Такие пожелания от ветеранов боевых действий сегодня услышали татарстанские призывники. Среди них и Реналь Тагиров. Он живет в Новошишминском районе. Рассказывает, что перед отправкой на службу в Читу у него отличное настроение. Не хочется даже уезжать с Казани. Так привычно здесь. Уже как бы армейская жизнь здесь началась уже. Вкусно кормят. Все построения, уже привыкаешь как бы. Привыкать татарстанским новобранцам придется не только к марш-броскам и построениям, но и к разлуке с близкими на год. Для Ильшата Гарифуллина из Купмарского района служба в армии не только испытание на прочность, но и проверка отношений. Я верю, что она дождется. Расставание было сложно. Ну, все нормально будет. Аллах верса, через год вернемся, нормально, поженимся. Уже завтра утром 123 татарстанца отправятся на военную службу по 2 направлениям. 103 призывника будут служить в Чите, а еще 20 на морфлоте в Севастополе. Начали мы с 19 апреля. На сегодняшний день призвано 2804 человека. После торжественного концерта новобранцев ждут последние приготовления. Военный призыв в Республике Татарстан продлится до 8 июля. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ Казань. Дождаться из армии – это только первое испытание для молодых. Мы продолжаем наш проект в объективе ТНВ «Большая семья». 8 июля на нашем канале в эфир выйдет ток-шоу. Тема «Разводы. За и против». Что может стать причиной разлада в семье и могут ли дети повлиять на решение родителей? Вопросы мы адресовали казанцам. В вашей семье что может стать поводом для развода? Вы как-то можете порассуждать на эту тему? Если бы у нас не было детей, может быть, это стало бы причиной развода. Деньги. Из-за этого все проблемы, наверное. Непонимание. Наверное, только измена. Все остальные проблемы, они решаемы. Она может погулять, муж может погулять, жена его поймает, например, все, развод. Муж бьет жену, наверное, поэтому я считаю. Супружеская измена, наверное, в первую очередь. Наличие детей может как-то повлиять на решение супругов о разводе?
наличие детей. Ну, наверное. 50 на 50, потому что отношения уже изменяются, доверия уже не будет к человеку. То есть, а дети будут это все видеть. Тоже я не считаю то, что ради детей можно сохранить семью. Ну, если дети уже в возрасте, ну, уже ориентируются, могут, конечно, да. Ради детей можно сохранить семью. Обязательно даже. Если это не во вред детям. То есть, если муж будет пить, допустим, да, там, и постоянно там поднимать руку на жену, и все, и она должна терпеть это, то нет. Лучше тогда уйти. Дом Марджани ждет реконструкция. В канун года великого татарстанского просветителя Духовное управление мусульман планирует открыть музей Марджани. В социальных сетях сегодня появилась информация о закрытии исторического здания в Старо-Татарской Слободе. Однако выяснилось, что многие интернет-пользователи неправильно поняли информацию. Речь шла о временном закрытии галерейного пространства в доме. Удалять я уже это не могу. И сейчас будет фраза «музей не закрыт», а музей закрыт на реконструкцию. Мы собираем свои шамаили и уходим куда-то на другое место, в какую-то другую галерею. Сейчас вот как бы место нам подыскивают, и мне сказали вот, уже там одно из решений, что мы останемся на территории Старо-Татарской Слободы. Почувствовать себя Золушкой. 11 казанских выпускниц с непростой судьбой в эти дни попали в сказку. Они стали участницами проекта «Выпускной для Золушки». Прическа, мейкап и наряды от известных дизайнеров. Преображение увидела и Алина Мингалиева. Соберем. Счастливые часы остались до выпускного бала Ирины. К выходу даже не в свет, а в большую жизнь девушка готовится основательно. Разносить туфли Золушки, окрасить волосы и побывать у косметологов. Это все позади. Последний этап, когда ты можешь почувствовать еще себя ребенком, а потом уже университет. Свое праздничное платье Ирина с дизайнером продумали до мелочей. Страха увидеть аналогичное платье на выпускном не будет. Над образом работала целая команда модельеров и портных. Из такой ткани, струящейся, выбрали нюдовые цвета, потому что Ирина у нас светлая, нежная девушка. Все платье, весь образ мы подбирали совместно с ней. Сотворить сказку и поверить в себя таким девочкам, как Ирина, с непростой судьбой помогли организаторы благотворительного фонда «В твою пользу» и проекта «Добрая Казань». Исполком предоставил информацию по выпускницам, кто в этом году готовится, у кого есть затруднительное положение и кому данная помощь была бы очень полезна. Приглашение в проект приняли 5 столичных модельеров. Таким образом, они исполнили мечту 11 девочек. В память о вечере Золушки оставят себе на память вечерние наряды и хрустальные туфли. Алина Мингалиева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Пока на этом все. Готовимся следить за игрой. Сейчас прогноз погоды на завтра. И до встречи в 21:30. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Природа – это красота, которая всегда рядом с нами. Наша задача – беречь этот дар. Изо дня в день поддерживая хрупкий баланс. Казань-Оргсинтез. В гармонии с природой. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики поздравляет всех татарстанцев с окончанием посевной кампании. Добро пожаловать на национальный праздник Сабантуй. С 5 по 7 июля в селе Большие Кабаны состоится крупнейшая агропромышленная выставка-форум «Всероссийский день поля-2017». Бесплатные автобусы от станции метро «Проспект Победы». Справки по телефонам 570 51 11. Только до конца июня. «Лада Гранта» с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». Ура! Каникулы! Не надо учиться! Я иду в дельфинарий! Дельфинарий в Набережных Челнах 70 16 42. А теперь и в Казани на Декабристов 1 523 83 94. На целительные воды приезжайте в Шефал-ИСУ и Жминводы. Спешите, действуют акции. Скидки до 20%. Весь июнь в Мебельграде каждому покупателю такси за наш счет. Туда и обратно. Корстон и Припати Холл представляют
30 июня. Королева Евродиска. Обворожительная Сиси Кетч. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Уважаемые абитуриенты, Российский исламский институт объявляет набор по следующим направлениям: теология, лингвистика, экономика, журналистика. Предельно выгодные условия кредита с гарантией обратного выкупа. Новое предложение для покупателей «Лада Веста» и «Лада X-Ray» в Азино Авто. Новая «Лада» за 5900 рублей в месяц. Успей купить «Лада» сейчас. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Сегодня в столице Татарстана большой футбольный праздник. На стадионе «Казань-Арена» станет известен первый полуфиналист Кубка Конфедераций. Путевку в финал разыграют сборные Португалии и Чили. Тем временем в городе прошел заключительный этап 1/8 финала боев по правилам ТНА, где определилась шестерка победителей, которые в дальнейшем продолжат борьбу в 1/4 турнира. Также изюминкой вечера стал анонсируемый организаторами турнира бой-реванш между Антоном Калининым и Достаном Шаршеевым. Встреча завершилась по решению судей победой кыргызского бойца. Шаршееву удалось условно доказать свою правоту и взять реванш с собой двухмесячной давности. Таким образом, в четвертьфинал вышли россияне Гринчук, Меньшиков и Лисин, а также азербайджанец Касумов, Макаренко из Латвии и Ахмеджанов из Белоруссии. Было тяжело морально, физически тоже. То есть, я подготовился, я сделал то, что должен был. Все. Призером первенства мира по классическому пауэрлифтингу стала студентка из Елабуги. Алина Давлетшина, выступившая в составе сборной России, заняла 3-е место в Минске. Всего в соревнованиях приняло участие более 750 спортсменов более чем из 50 стран мира. В режиме штанги лежа весовой категории до 84 килограммов студентка показала один из лучших результатов, завоевав бронзовую медаль. Тренер Алины Давлетшиной, доцент кафедры теории и методики физической культуры и безопасности Елабужского института КФУ Олег Разживин. Он является старшим тренером женской молодежной сборной России по классическому пауэрлифтингу. И в завершении к новостям стендовой стрельбы. На стрельбище Свияга стартовал чемпионат России. В соревнованиях примут участие порядка 200 спортсменов из 15 регионов России. Это такие лидеры стрелковых видов спорта, как Республика Татарстан, Москва, Липецкая область, Ростовская область и другие. Стрельбище Свияга традиционно принимает чемпионаты и первенства страны. Здесь для спортсменов созданы лучшие условия европейского уровня. Чемпионат России продлится до 4 июля. По итогам турнира будет сформирован состав для участия на международных стартах. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Кухни, шкафы, купе, спальни и гардеробные. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца июня при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа, купе, комод в подарок. Доставка и установка бесплатная. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике ожидается теплая погода без существенных осадков. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана ожидается малооблачная погода. Осадки будут маловероятны. Температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, днем же будет до плюс 21. На северо-востоке малооблачно, без осадков. Ночью плюс 11, днем температура воздуха составит плюс 22 градуса. На севере республики вечером возможен небольшой дождь. Ночью будет до плюс 9, днем до плюс 21. На северо-западе Татарстана преимущественно без осадков и малооблачно. Ночью плюс 10, днем же температура воздуха составит плюс 21 градус. На юго-западе республики осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, днем будет плюс 23. В центральном районе республики малооблачно, без осадков, ночью до 11 градусов тепла, днем же будет плюс 22 градуса. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Не знаете, что подарить? Торт с фотопечатью
от Казанского хлебозавода номер 3 – это то, что надо. Все просто, фото ваше, торт от хлебозавода. Вкусно, красиво, оригинально. Заявки принимаются в магазине при хлебозаводе. Улица Мазгута Латыпова, 60. Казанский хлебозавод номер 3 представляет новинку – торты с фотопечатью. Сделайте незабываемый подарок близким. Заявки принимаются при хлебозаводе по адресу Мазгута Латыпова, 60. Игровой мир. Разработка и изготовление металлоконструкций и корпусных изделий из листовой стали. Лазерная резка. Собственное конструкторское бюро. Реализуем ваши идеи. Игровой мир 560-2020. Спонсор выпуска – группа компаний «Игровой мир» обладает огромным опытом и полным спектром услуг металлообработки. Собственное конструкторское бюро, лазерная резка и производство корпусных изделий из листовой стали. Телефон в Казани 560-2020. Предстоящей ночью в Казани будет ясно и плюс 11 градусов. Днем же ожидается переменная облачность и плюс 23 градуса. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Магнитное поле Земли спокойное. Мегамебельно-компрессорным самый большой мебельный центр города. Целых 4 этажа мебели от 200 мебельных компаний. Приходите, приезжайте, удобная парковка. Мегамебельно-компрессорном Казань, Сибирский тракт, 34. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Мегамебель на Компрессорном. Самый большой мебельный центр города.